Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, когда мы рассказываем про дочери пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Фатима, радiyallahu анха, это означает, что мы больше рассказываем про его семейной жизни. Мы, как знаем, пророк, алейхиссалату вассалам, был отцом, и он был мужем, и у него были дочеря, которые умерли, и сыновья также, которые замуж вышли и развелись. Во всех обстановках, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вел себя перед Аллахом и перед людьми. Он был для милосердия для всех, как мы знаем. Аллах, как в Коране говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, вама арсалнака илля рахматан лил аламин». Поистине мы отправили тебя как милость на все, на миров. Не только для мусульман, даже животные, даже деревья. Все почувствовал от пророка вот это милосердие. Даже пророк, алейхиссалату вассалам, в битвах говорил, когда воевал кафирами: не режьте дерево, которое дает плоды. Также не убивайте христианина, который зашел в церковь, который молится. Также он уважал, были у него соседи евреи. Ни один еврей, ни христианин не может сказать или привести в истории, что пророк ему вредил как сосед, или же словами. Аллахе, нету нигде, что пророк поступал с кем-то подло в отношениях, в делах. Он всегда был правдивый, пока не был пророком даже. До 40 лет всегда был верным. Аллах так его воспитывал с детства, чтобы никто не говорил: вчера был такой, сегодня стал такой. Не было никогда сказано в адрес пророка такой. Кроме как была клевета по отношению после пророчества, как заблуждать, вот ты колдун, или же людей, смуту делаешь среди людей. Это все было сказано в адрес пророка после 40 лет. Они говорили: ты разделяешь людей, муж с женой, брат братом, родителям. Это пророк это не разделял, он просто призывал в единстве Аллаху. Наоборот, он призывал держать родственные узы. Однако люди, они из-за веры между собой, из-за непонятки, они расходились. Ради Аллаха, чтобы спасаться в вечном раю, быть или находиться подальше от ада. Когда мы рассказываем, какие мучения видел наш пророк, алейхиссалату вассалам, это не просто так. Аллах его избрал. И возникает вопрос: почему самый лучший пророк из пророков Аллах дал кафирам издеваться над ним? А кто из нас, если кого-то любит, вот сына возьми или жену возьми, кто даст издеваться над ним? Если у него сила хватает, он может остановить их. Но Аллах оставил это все. Почему? На время. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, он милосердный для миров, он сам выбрал такой путь для себя. Аллах ему дал выбор: хочет стать пророком и королем, или же хочет стать пророком и обычным рабом Аллаха, как простые люди. Он выбрал это для себя. Почему? Потому что у него в сердце есть это милосердие для общины, чтобы дальнейшие мусульмане, уляма, да'ватчики, все, никто не говорил: а пророк жил, король, ему что стоило призвать людей? У него все была сила и все. Чтобы люди, такой у людей сомнения не было, пророк себе он показал это все. Он как и воевал, и в теле раны получал, издеваться даже над женой. Аиша, радiyallahu анха, говорили, что она гулящая. Это тоже пророк терпел. И дочеря его развелись. Без никакой причины. Они были чистые, воспитанные, но однако из-за веры дочеря тоже развелись. Это все пример для нас, для тех, кто говорит, как мы сегодня слышим, мусульманин, он говорит: я молюсь, роза держу, день 1000 раз или 500 раз салават читаю, ла иляха илляллах говорю. Почему беды не спасается? Мне говорит. Я говорю: ты лучше, чем пророк? Что Аллах обязан тебе вот сохранять, если ты это сказал или читал?
Аллах же не обязан. Ты считаешь то, что ты читал сегодня, да, или делал намаз, а ты считаешь, сколько грехов, которые ты совершил в жизни. Может, кого-то обидел, ранил конкретно, кого-то хак взял. Аллах хочет тебя очистить, пока там еще хуже будет там. Здесь хочет Аллах очистить тебя. Может, Аллах хочет твой иман поднять еще, усилить и проверить, насколько ты мусульманин, чем пророк, кто больше поклонился. Однако он никогда не жаловался, что когда Аллах его испытывал дочерей и сыновья, когда вот мы должны всегда держать перед своими глазами, как бы нам иногда голодать можем, а пророк, посмотрим историю, как пророк алейхиссалам голодал. Вот всегда должны, вот тогда у нас, иншаллах, укрепится иман. Аллах, как в Коране говорит, вы считаете, что Аллах оставит вас, просто вы сказали верующие, это все, в рай пойдет. Нет, Аллах говорит, я всех буду испытывать, пока не будет отличаться, кто истинный верующий, кто слабый. Есть такие маленькие деревяшки, есть, ставишь их на огонь, хороший запах дает. Если их поставить где сырое место, там же запах не выходит. Когда у тебя все хорошо, это не значит, что у тебя сильный иман. Когда вот испытания отличаются, у кого какой запах выходит, Аллах смотрит на твою веру. Вот это огонь, вот для дерева то же самое, нам испытание от Аллаха идет. Проверять. Вот тогда что ты скажешь? Мы слышим людей, вот они при бедах начинают считать, я это делал, почему Аллах меня испытал? И он уже начинает упрекать Аллаху. Аллах говорит, вы меня не упрекайте, говорит. Я вам могу упрекать, говорит, что я вас наставил на истинный путь. Ла иляха илля Аллах, это самое большое богатство. Цените вот это богатство. Благодарите Аллаха. Чтобы у вас, если все будете потерять, это одна ла иляха илля Аллах, это хватает вам. Благодарить и терпеть. Пророк, алейхиссалам, как мы в прошлом уроке сказали, как над ним издевались, это верблюдиные внутренности, которые не свежие, даже вчерашние, взяли, поставили запахом, который противный. Он сужда, голову не поднял даже. Он на него внимания даже не обратил. Настолько он был Аллахом тогда. Пока его не задушили, не потянули, он голову не поднимал. Вот дочь Фатима, радийаллаху анха, она видела это все. И она воспитала своих детей. И она сама была воспитана в этих юных годах своих терпеливым на все беды. Абу Бакр защищал, одного туда толкал, другого сюда толкал. Потом они пророка оставили, начали бить Абу Бакра. Фатима пришла с пророком, держа руки домой. Слов нету, она ничего не может говорить. И тогда жена Хадиджа, радийаллаху анху, почистила лицо пророка, убрала всю эту грязь. И сабр, пророк, алейхиссалам, он больше еще поклонился, больше Аллаха благодарил. И так были воспитаны семейство пророка, и так были воспитаны сахаба пророка. Однажды, когда пророк отправил одного сподвижника, Мусайляма, ложный пророк, который появился во времени пророка, письмо отправляет ему: очнись, вернись к истинной пути, будь мусульманином, будь рабом Аллаха. А он себе назвал пророком и хотел делить с пророком земли. И пишет пророку: давай поделим, половина тебе, половина мне. А пророк, алейхиссалам, сказал: это земля, это все мулк Аллаха, не мне, не тебе. И призывает его к истине. Читает он, ему говорит, этому сподвижнику: аташхаду анна Мухаммадан Расуллах, ты сам свидетельствуешь, что пророк посланник Аллаха. Он говорит: ашхаду анна Мухаммадан Расуллах. Да, я свидетельствую, говорит, поэтому я пришел посланием тебе. А потом Мусайляма говорит: а ты свидетельствуешь, что я посланник Аллаха, говорит. Сподвижник говорит: да ты говоришь. Потом он понял, что он слышит, конечно, как издевается над ним. Повелел: отрубите ему. Отрубили ему одну руку. Потом обратно спрашивает: ты свидетельствуешь, что Мухаммад посланник Аллаха? Он говорит: ашхаду анна Мухаммада Расул. Твердо говорит: слышит, я свидетельствую, что пророк посланник Аллаха. Опять потом спрашивает: а ты свидетельствуешь, что я посланник Аллаха? Я что-то не слышу, то, что ты говоришь. Обратно повелел отрубить. Он не жалеет свою руку. Ради Аллаха он вышел и до конца идет. Знает, ради чего вышел. Довольство Аллаха выше всего. Вот беды, как он терпит эти беды? Разве нам руки отрубили кто-то?
чтобы сказать: о пророк, вот из-за тебя мою руку отрубили, из-за Аллаха. Нет. Они знают цену, за что они. Обратно повелел и сказал: ты свидетельствуешь, что я пророк, посланник? Он говорит: да, свидетельствую. Он не жалуется, не плачет он. Ты свидетельствуешь, что я посланник? Я что-то не слышал. Опять повелел он отрубить правую ногу. Потом повелел отрубить левую ногу. Но однако что у него остался? Однако он доволен и кричит: ашхаду анна Мухаммада Расуллах. Да, я свидетельствую, что пророк Аллах. И повторяет, и покидали этот жизнь. Потому что они были воспитаны под воспитанием пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые они глазами видели, как пророк это все терпел ради Аллаха. Если надо было воевать, он и воевал, и кровь. И также пророк, алейхиссалату вассалам, получил и раны тоже. Они видели, как пророк не боится, как пророк жертвует ради Аллаха. И они говорят, все говорили: да будет жертвой моя душа и мои родители ради пророка, ради Аллаха. Пусть Аллах нам поможет, будь на нем похожи. Тогда, когда Фатима это увидела, пророк, алейхиссалату вассалам, история есть, продолжается, поднял голову. Не было велено, чтобы защищаться даже. Он просто поднял руки и сказал: Аллахумма алейка би Курайш. О Аллах, я поручаю тебе Курайша. Он не говорит: о Аллах, губи это Курайш. Потому что Курайш, его тухум, он хочет их спасать. Но однако вот это мучение, можно дуа делать, не жалуясь. Просто: Аллах, ты видишь мое состояние. Если беды есть, из-за грехов моих я прошу прощения. Если испытываешь меня, о Аллах, я прошу терпения. Дай мне терпение, терпеть испытание. Пророк говорит: алейка би Курайш 3 раза. Аллах, я тебе поручаю это Курайш. Займись с ними. Потом он начал говорить по именам, назвать тех людей, которые издевались над ним, которые стояли, смеялись, обнимали друг друга. Вот что мы натворили над пророком. Назвал их имена: Абу Джахл, алейхи ла'на, Утба бин Аби Раби'a, Шайба бин Аби Раби'a, Валид бин Уқба, Умайя бин Халф, Уқба бин Аби Муайд. Назвал их по именам и сказал: о Аллах, вот над ними я отдельно поручаю, чтобы ты... Фаваллади бааса Мухаммадан, Абдуллах бин Масуд рассказывает: я клянусь Аллахом, который отправил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как посланник. Я всех видел, говорит, в первой битве, где мусульмане воевали кафирами, они все погибли, говорит. Их всех бросили, говорит, на яму, говорит. Аллах, дуа, пророк. Вот так, уважаемые братья, нас сегодня, мы как видим, руки никто не рубит. То есть нас такие издевательства мы не получали, не видели. Не дай Аллах видеть тоже, потому что мы слабые, сказнут. Пусть Аллах нам даст терпение. Вот просто мы видим харам свадьбы, как по своей воле он на харам свадьбы идет, пьет, что угодно делает харам. Как мы можем сравнить этими сахабами и назвать себя последователями? Мы, получаемся, просто словами последуем, а в истинных местах. Поэтому мы должны постоянно просить Аллаха прощения день и ночь. И благодарить Аллаха, что нас Он направил на истинный путь, что Он нас не испытывает таким мучением. А то не знаем, что с нами. Дай Аллах нам покидать этот мир искренним иманом. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب